Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я Кудинова Гульнара Франгелевна, руководитель магистерской программы «Бизнес-коммуникация» по направлению лингвистика, заведующий кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Вы решили поступить на нашу магистерскую программу «Бизнес-коммуникация». Поговорим о вступительном испытании. Вступительное испытание на программу подготовки магистров бизнес-коммуникации – комплексный экзамен по профилю бизнес-коммуникация. Вступительное испытание на нашу магистерскую программу проводится в формате тестирования. Форма сдачи тестирования дистанционная. Количество вопросов в тесте – 25. Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья время увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующего документа. Вы видите на слайде перечень вопросов для подготовки к тестированию. Это общие вопросы по теории языка, культуре речи, по модели речевой коммуникации. Здесь есть вопросы об общении, о видах делового общения, о единицах общения и вопросы по разным разделам культуры речи. Все то, что изучали студенты уровня бакалавриата. Минимальное количество баллов, которые вы должны набрать для того, чтобы получить положительную оценку, это 40 баллов. Но максимальное количество баллов, которые вы можете набрать, 100 баллов. Обратите внимание, формат вступительного испытания дистанционный, то есть заранее надо подготовиться, проверить, чтобы у вас был интернет. Вы получите специальный логин и пароль, они будут отправлены нашей приемной комиссии на вашу электронную почту, которую вы укажете, когда будете подавать документы в наш университет. Ну, проверяйте, конечно, папку спам, потому что иногда письма попадают туда. Первый вход на сайт через тот логин и пароль, который вам предоставит приемная комиссия Башкирского государственного педагогического университета, а дальше уже все последующие входы, посещение сайта под своим паролем, который вы сразу поменяете при первом входе в свою учетную запись на этом сайте. Обратите внимание, что перед экзаменом обязательно вам надо подготовить паспорт и сфотографироваться вот вместе с развернутым вкладышем паспорта, там, где ваша фамилия, имя, отчество и фотография, где хорошо будет видно ваше лицо. Для того, чтобы вас идентифицировать, что это именно вы сдаете наше тестирование. Экзамен длится 60 минут. Еще раз на это обращаю внимание. То есть время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Будьте внимательны, дается только одна попытка для того, чтобы пройти этот экзамен. Ну и, конечно, зайти на сайт тоже надо заранее. Сейчас вы увидите по расписанию, там достаточно много времени отводится в течение дня, чтобы вы зашли и прошли тестирование. С утра до вечера. Вот в день экзамена вы можете зайти и пройти. Но не оставляйте все это на вечер. Ну, минимум у нас само тестирование раз идет в течение 60 минут. То есть минимум за 1,5 хотя бы часа до окончания экзамена вам надо зайти на сайт и уже начать проходить вступительные испытания. На слайде вы видите сайт приемной комиссии. Вы можете на этом сайте увидеть расписание консультаций и вступительных испытаний магистратуры вот на 2022-2023 учебный год. Вы заходите вот на вкладку «Магистратура» и дальше в разделе «Документация» вы увидите расписание.
На этом слайде я выделила расписание вступительных испытаний именно на нашу программу. Обратите внимание, есть несколько вариантов, несколько потоков, когда абитуриенты подают документы, и, соответственно, несколько раз вы можете сдать в разные потоки вступительные испытания. Не значит, что у вас будет 2 или 3 попытки, да? Вы сдаете только один раз, одна попытка, но зависит от времени, когда вы подали документы. Вот если вы подали документы с 20 июня по 6 августа, значит, вы претендуете на бюджетные места. Напоминаю, что в нашей магистратуре 11 бюджетных мест, и, следовательно, ваш экзамен состоится 12 августа. Перед этим за день будет консультация. И 12 августа, время с 10 до 22:00, время, когда вы можете пройти тестирование. Есть еще резервный день, если у вас не получилось именно 12 августа зайти на сайт и пройти тестирование. Резервный день 17 августа с 10 до 17:00. Следующие даты экзамена – это для тех, кто претендует на места с оплатой обучения, да, на коммерческие места. Таких у нас тоже очень много, бюджетных мест всего 11, а группу мы набираем большую, до 25 человек. И стоимость обучения у нас небольшая на заочном обучении, гораздо меньше, чем, скажем, в московских или в питерских столичных вузах. Поэтому я, конечно, вас приглашаю и на места с оплатой обучения. Вы обязательно получите в письме от приемной комиссии всю инструкцию. Когда получите логин и пароль, вы получите инструкцию, как проходить вступительные испытания. Поэтому не переживайте, не волнуйтесь, спокойно готовьтесь. На сайте приемной комиссии также размещена программа вступительного испытания. Вот видите, я тоже ее здесь отметила. Это в том же разделе «Документация», раздел «Программы вступительных испытаний». И вот программа вступительных испытаний нашей магистратуры «Бизнес-коммуникация». Можете зайти, посмотреть, ознакомиться с ней. Здесь описаны особенности проведения вступительного испытания. Я уже сказала, что оно будет проводиться с использованием дистанционных технологий. Здесь же отмечено, какие должны быть требования, да, к оснащению вашего места, каким требованиям должен отвечать ваш компьютер, минимальным требованиям, для того, чтобы у вас не было проблем, когда вы будете проходить тестирование. Здесь же есть перечень разделов для подготовки к нашему вступительному испытанию и рекомендуемая литература, по которой вы можете готовиться. Это учебники по русскому языку и культуре речи, по стилистике русского языка. Это все учебники для бакалавров по деловому общению, по межкультурной коммуникации, по особенностям деловой речи. Учебники по русскому языку и культуре речи. Можно пользоваться любым учебником. Можете использовать вот здесь, которые приведены в разделе «Рекомендуемая литература». Ну и несколько примеров, какого типа у вас будут тесты на вступительном испытании. Вы видите, тут тесты как раз соответствуют в данном случае разделу «Культура речи» и разделу «Деловое общение». Правильный вариант ответа 1. Посмотрите, что такое правильность речи. Обязательно прочитайте все варианты ответа, потому что на первый взгляд иногда может показаться этот ответ правильный, но он может оказаться неполным. Есть более полный правильный ответ. Значит, под правильностью речи понимают, что либо воздействие на эмоции и чувства аудитории, либо использование слов в соответствии с их лексическим значением, либо соответствие слов и выражений целям и условиям общения, но правильным будет ответ владение нормами литературного языка. Следующий вопрос. К группе деловая переписка относятся протокол,
выписка из протокола, предложение или заявление. Ну, конечно, понятно, что деловая переписка, здесь не может речь идти о каких-то там протоколах и заявлениях, а может речь идти о каких-то предложениях, коммерческих предложениях, например. Дальше вопрос из раздела «Стилистика». Что не употребляется в официально-деловых текстах? Какие конструкции? Страдательные конструкции, безличные конструкции, риторические вопросы, причастные или депричастные обороты. Естественно, официально-деловой стиль не признает риторические вопросы, средства экспрессивные и эмоциональные. При написании и редактировании текста не рекомендуется обращать внимание на сочетаемость слов и фразеологизмов, не рекомендуется избегать двусмысленности в использовании многозначных слов, использовать большое количество терминов и заимствованных слов и уточнять по словарям значение заимствованных слов, неологизмов и паронимов. Правильный ответ, конечно, не рекомендуется использовать большое количество терминов и заимствованных слов. Еще примеры заданий – это задания из раздела «Культура речи». Ну, я думаю, вы с подобными заданиями встречались и когда оканчивали школу, проходили ЕГЭ по русскому языку, где верно поставлено ударение. Здесь уже можно не комментировать, подобные задания вам знакомы. Ну вот последний тест – это тоже из сферы делового общения. Какое слово имеет значение публичная распродажа, при которой покупателем становится тот, кто предложит более высокую цену? Конкурс, вакансия, аукцион или сделка. Понятно, что правильный ответ – аукцион. Есть ряд заданий из области теории языка. Ну вот в данном случае мы видим вопрос по фонетике и вопрос о функциях единиц языка. Этот раздел тоже есть несколько вопросов, поэтому повторите общие сведения о языке и его функциях, о системе языка. Вопросы не очень сложные. Готовьтесь. Я рекомендую вам пользоваться той учебной литературой, которая есть описана в программе вступительного испытания. Я надеюсь, что мы с вами встретимся на нашей магистерской программе, и вы все успешно сдадите вступительное испытание. Если у вас будут какие-то еще вопросы во время приемной кампании, вопросы такого консультационного характера, вы видите на этом слайде наши контакты. Здесь есть телефон, можно в день консультации писать в WhatsApp по данному телефону, задавать свои вопросы. Вы видите электронную почту нашей кафедры, вы можете писать на эту почту. И есть ссылка на сайт нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, раздел «Абитуриенту», где находится вся документация, вся нормативная база, где даются все разъяснения по вопросам вступительных испытаний. Также здесь вы видите телефон приемной комиссии. По каким-то актуальным вопросам можете обращаться. Дорогие друзья, дорогие абитуриенты, я желаю вам удачи и успешной сдачи. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и
проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный. То есть все, я свою учетную запись полностью поменяла. Теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.